Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И давайте вместе посмотрим, как он переносит разлуку и что он делает, когда вас нет рядом. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, задайте ему свой вопрос. Так и спросите: как ты там без меня? Как переносишь разлуку со мной? Чем занимаешься? Что делаешь? Кто с тобой рядом? Загадывайте. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. О Боже, он только о дорогах к вам думает. Так, мои хорошие, ну что ж, стрелка вниз плохо, мужчине плохо без вас. Как он переносит разлуку? Очень плохо переносит, болезненно переносит. У него там в голове просто какой-то ужас, адский ужас творится. Ревность очень сильно идет. Чем дальше он от вас, тем сильнее ревность. Либо чем дольше он без вас, тем сильнее ревность. И вот эта ревность, она его как будто бы опустошает, сил лишает. Возможно, он все свое время тратит на то, чтобы общаться с вашими общими знакомыми, просить, чтобы они там за вами подслеживали, да? С кем вы, где вы, чем занимаетесь. Также он может следить за вами как-то вот через интернет, в интернете. Может быть, даже какая-то программка есть на вашем телефоне, и вы об этом не знаете. Да, ревность. У него, кстати, на почве этих всех переживаний, ревности очень сильно упал иммунитет, снизился. И мужчина то ли простудился очень сильно, но то ли покашливает очень сильно. Что-то у него такое, вот знаете, как все внутри содрогается. Похоже на простуду. Простуда, кашель, вот в таком плане. Возможно, когда вы рядом, вы ему силы придаете, либо вы его очень классной позитивной энергетикой заряжаете, которая повышает его иммунитет и является таким прям барьером от всех бед и неприятностей. Как только он с вами разделяется, отъезжает от вас на определенное расстояние, эта связь, она становится слабее, он выходит из вашего поля влияния, и тут все у него идет вниз. И дела не делаются, и люди как-то к нему скверно относятся. И сам он себя плохо чувствует, и все ему не в радость. В таком ключе. Еще показано, что с ним рядом есть какой-то мужчина, очень веселый мужчина, который пытается его как будто бы растормошить. И говорит, там, пойдем куда-нибудь, пройдемся, погуляем, что-то вместе сделаем. Он такой: я не хочу, я ничего не хочу, у меня нет сил. Я буду сидеть здесь, я буду следить, я буду ревновать, я буду по ней слезы лить. Я так по ней скучаю, мне так ее не хватает. В таком ключе, да. Я так понимаю, что это не первая разлука, но эта разлука, она прям совсем такая для него болезненная. И еще там знак судьбы, видите, крест у него за спиной. Я так понимаю, что именно в этой разлуке мужчину ждут очень крутые метаморфозы, когда он действительно созреет для более каких-то серьезных действий, решений по отношению к вам и по отношению к себе и вашему совместному будущему. По кресту это тяжелое испытание, эта разлука для него тяжелое испытание, которое он должен пройти. Может быть, из мальчика он должен превратиться в серьезного мужчину. А может быть, именно в этой разлуке, именно в этом случае, мужчина наконец-таки должен переоценку ценностей провести, прислушаться к своему сердцу, да, вот как осознать, что вы женщина всей его жизни и любовь всей его жизни. И нужно как-то вот серьезно, да, к вам относиться, либо круто поменять свою жизнь ради того, чтобы быть со своей любимой женщиной.
Даже если мужчина уехал там всего лишь на пару дней, поверьте, это самые адские дни в его жизни. Ну вот смотрите, двойная стрелка вниз и две дороги к вам. Прям думает, он готов вот сорваться и ехать к вам. Просто вот еле-еле себя сдерживает, либо его кто-то там сдерживает, не отпускает. Тяжело, очень тяжело. Все мысли только о вас. Вот эта ревность, которую он пытается гасить, она, значит, сопротивляется. Вот как будто бы все идет внахлёст. Но тяжело, очень тяжело. Неспокойно мужчине. Остро, остро, больно, остро. Знаете, такое впечатление, что у него, допустим, если он уехал в командировку, либо вы уехали, может быть, там, к родителям погостить, у него были какие-то планы, и он думал, что вот она свобода, вот я сейчас тут оторвусь, погуляю, покутю. Но как только там за ним закрылась дверь, либо за вами закрылась дверь, какая-то дикая тоска вселилась в его сердце и отбила напрочь все желания, вот, связанные с развлечениями, с какими-то, может быть, там, взрослыми штучками. Там, не буду уже говорить про женщин, прям совсем нет, не хочу, не буду. Все как-то улетучилось. Тоска, да. Тоска поселилась в его сердце, болезненная тоска. Вот этот мужчина, он сам от себя в шоке от того, что так болезненно проходит разлука с вами. Если вы думаете, что он там развлекается, это абсолютно не так. Он вам не говорит правду, не говорит о том, как ему плохо, не говорит о том, что у него прям здоровье, да, подкосилось из-за разлуки с вами. Он об этом не говорит, он не хочет вас волновать. Никаких там ни женщин, ни развлечений там 100% нет, ему не до этого. И еще вижу, что у этого мужчины как пропал аппетит, что ли, да, ему ничего не хочется ни пить, ни есть. Вот так погано, так тоскливо, что я не хочу ни пить, ни есть. Может быть, из-за того, что он приболел, а может быть, потому что так действует разлука. Ну и по поводу вас хочу сказать, что вы вообще молодец. Вы держитесь молодцом. Да, вам тоже без него, не по себе, не очень комфортно, но при этом вы себя от грустных мыслей отвлекаете. И даже если вы ревнивая женщина, вы все равно себя отвлекаете. Либо можете уговорить, да, то есть успокоиться и не ревновать. Вижу, что вы и делами занимаетесь, и собой занимаетесь, и с друзьями встречаетесь, общаетесь, куда-то ходите. В общем, живете. Вы живете. Вы уверенная в себе женщина. Вы для себя понимаете, что скоро эта разлука закончится, и все у вас будет хорошо. То есть зачем мне сидеть у окна и выть на луну, да, там, придумывать себе какие-то там небылицы об этом мужчине, если жизнь, она прекрасна, и можно, и нужно жить здесь и сейчас. Вот он, как вы, не умеет. И, кстати, его очень обижает, что вы улыбаетесь, что вы живете, что вы вот не такая, как он, что вы не так болезненно переносите эту разлуку. Как-то так мне идет. Поэтому, наверное, еще больше вас ревнует. Да, девочки, вы как хотите, но мне идет, что он за вами подслеживает через кого-то, либо, пользуясь какими-то новыми технологиями, там интернет, всякие сервисы слежения, вот в таком ключе. Этот момент здесь четко очень показан. И еще из важного, да, что вы должны знать об этом мужчине. Здесь мужчина себе какое-то слово дал, вот как клятву какую-то сам себе дал, либо, может быть, создателю поклялся. Тут такой запрос был, чтобы разлука как можно скорее закончилась. И вот если разлука закончится, то я там то-то, то-то буду делать, либо того-то, того-то никогда не буду делать. Вот какую-то клятву, какое-то слово. Когда вы встретитесь, он вам об этом расскажет. То есть он вам все это сообщит. Вас это очень потешит, удивит и даже в какой-то степени порадует. Может, там принял какую-то аскезу на алкоголь, либо аскезу там на встречу с друзьями в таком ключе. Кстати, девочки, вот он в разлуке постоянно ходит и думает о кольце. Видите, прям кольцо показал. Кольцо либо как символ вашей любви, то есть кольцо как предложение, там, руки и сердца, либо кольцо как подарок для вас. То есть хочу ей приобрести кольцо, либо уже, может быть, приобрел кольцо. Красивое, с камушком мне идет кольцо.
То есть он уже и подарочек вам, грубо говоря, приготовил, прикупил, либо придумал, да, что подарить на подарок. Но кого-то отыграется, что как только он приедет, тут сразу будет серьезный разговор и, возможно, предложение руки и сердца. Ну, по крайней мере, вот с кольцом он будет. И еще этот мужчина очень сильно боится, что вы его забудете за время разлуки, ну типа отвыкнете, забудете, и он столкнется с какими-то определенными проблемами, да, вот как вас опять завоевать, либо как вас к себе там вернуть, повернуть, привязать. Вот об этом очень часто думает. Но вижу, что вам волноваться не стоит, вот, а мужчину впору пожалеть. Ну прям такой он несчастный, так все у него плохо в разлуке с вами. Да, ни с кем он там не гуляет, и вообще не то чтобы не гуляет, мыслей даже таких нет. Вот, все думает о вас, все ревнует, все скучает, и душой и сердцем рвется к вам, рвется в вашу сторону. Ну вот, дороги сходятся, дороги разошлись, дороги сошлись. Встреча, она неизбежна, и вижу, что после этой разлуки ваши отношения, они стремительно начнут развиваться и стремительно будут улучшаться. По крайней мере, мужчина прям очень поменяется за время разлуки. Вас это, мои хорошие девочки, очень приятно удивит. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.